Когда я была маленькая, и я сидела на даче и смотрела на какую-то травку и на цветочки, у меня всегда было ощущение, что вот жизнь, она как бы не здесь, она где-то там. Здесь какой-то подготовительный момент. И когда я приехала в Нью-Йорк, вдруг я поняла, что вот, жизнь происходит она здесь и сейчас, и она очень концентрированная, и вот здесь мое место. Что сыграть хулиганского? Когда мне было 6 лет, меня как ребенка из приличной интеллигентной семьи сдали в музыкальную школу, чему я была совершенно не рада. Лет в 12 что-то кликнуло, и я поняла, что, собственно говоря, я хочу в жизни 2 вещи. Читать «Графа Монте-Кристо» и играть Баха. Первый раз пришла в органный лофт, в пустую церковь, и села за вот эту вот штуковину. Вау, а можно я это потрогаю? Да, я ходила первое время немножко в эйфории, говорит: здравствуйте, я Маша, я играю на органе. Мне очень нравится приходить в церкви, особенно пустые, вот вечером, когда они уже закрыты, и там темно. Провожу какое-то время вот с этим существом один на один. Это специальные органные туфли, у которых все продумано. Кожаная подошва, которая довольно тонкая, и она позволяет так чувствовать педали. И чтобы играть очень быстро, есть он такой оп-оп-оп. Несмотря на то, что я профессиональная пианистка, у меня консерваторское образование, это было очень тяжело, честно говоря, разобраться во всей этой, как устроена эта штуковина и как с ней иметь дело. Я приходила в отчаяние столько раз, я думала, что никогда я не смогу научиться этому. И я помню, как я ехала в автобусе, и в какой-то момент я начала рыдать, потому что я подумала, что я столько усилий в это вложила, и у меня ничего не получается, и никогда не получится. Здесь очень богатая акустика. Вот вы играете что-то, и вы слышите эхо, которое еще несколько секунд там висит. Мы можем включить очень большой звук, и когда вся эта масса звука, вы слышите, как она такими завихрениями там летает по собору. Для меня это про музыку, это не про религию. Ну, хотя это, я думаю, что очень связано. Просто мы называем разными именами более-менее одни и те же вещи. Очень людям важно иметь какое-то такое место, куда они могут прийти. Потому что когда происходят какие-то большие вещи, на которые мы не можем влиять, разные державы пытаются друг друга взорвать, что можем сделать? Мы можем спрятаться в какое-то свое дело, не знаю, поливать свой сад, писать стихи, готовить варенье, играть на органе. Я думаю, что это очень помогает выживать.